Алло. Алло, Mavlanaga assalomu alaykum. Rahmat, qalaysiz aka? Rahmat. Tinchmisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Qalay? Ishlar yaxshimi? Rahmat. Что, Mavlanaga, виделись с ним? Я с ним по телефону разговаривал, Сергейка. Ага. Вот он говорит, у меня вначале немножко на него был, говорит, сейчас ничего нету, говорит. Я все, поэтому все от души его простил, говорит. Все, поэтому пускай он своей дорогой, я своей дорогой, ты своей дорогой. И, в общем, давайте, говорит, если хочешь, говорит, любой день мы можем вдвоем встретиться. А вот насчет этого не говорили, да, что ребятам надо, вот я говорил, как ты сказал, теперь они просят деньги. Вы этого не говорили ему? Нет. А эти шарамыги, блядь. Поэтому, Сергейке, надо веревку длинной бросить, да? Длинной бросить в следующий раз, блядь. Валерий, потихонечку, по своим этим чередам, потихонечку, с умом. Время на всего, как его, лечить или как называется? Но видите, он же сам сказал, что время пройдет 3-4 месяца, забудем, потом я начну. Он же сам так сказал. У него, когда вот, понимаете, Сергей, у нас есть разговор бывает, да? Вот готов, блядь, без пули застрелять. Вот если у меня, думаете, такой мысли не был, да? Ну, тоже если был, я там же, блядь, сказал, давай нахуй тебе, без сюда, без лица. Ну, не знаю, брат. Где гарантия, что в другом месте он не заказал? Может, поэтому? Да. 200% я вам даю гарантию. Я во всех отношениях разговариваю. 200% вам даю гарантию. Сергейка. Что он говорит, передумал? Передумал. Все он передумал. Да нет, это он, наверное, вам так сказал, что передумал, а в другом месте заказал. Других киллеров нашел, наверное. Не. Если у него хоть 1 грамм намек был бы, я понял бы. Да? Да. Я очень, как сказать, вот от души с ним я разговаривал туда-сюда. Мавланаке, теперь надо ему сказать так. Вот я нашел человека, теперь они деньги просят. Если хочешь, чтобы мирно было, вот это надо отдать. Брат мой, не знаете вы, значит. Я это давно 20 лет знаю уже, не один день. Я знаю, но вы же видите как. Это где он, когда обсирается, да. правильно, чтобы свое говно очистить. Хорошо, это люди такие есть, Мавланаке. Ну, от них как-то надо отвязаться же. Понимаете? Это, Валерий, Сергей, это, как сказать, это мелочевка крыса. Они не люди размаха. Я понимаю, Мавланаке, вы так говорите, а действительно не так же это, понимаете? Вы ему рассказали вот это все? Я сказал там, что вот меня вот эти двое Чахана повели, вот так, будем у них, я так сказал, все сказал. То, что вот эти двое вас привели к Чахану, сказали вы ему? Взяли туда-сюда, вот это я сказал. То, что там вы были, не сказал. А, то, что я был, не сказали, да? Да. Понятно. А вы не говорили, что надо отдать эти деньги, они деньги просят? Это говорили тоже? Нет, я им сказал, вот, ребята, вот, как вы сказали, готовы операцию делать. Да. Я ничего не хочу, идите нахуй. Все, в таком случае. Так говорит, да? Да. Ага. Я просто, вы знаете, брат мой, это касается жизни. Понимаете, я свою жизнь. Нет, Сергей, у него малейшего на вас этого нету. Мавланаке, это делает, брат мой. Зачем мне это нужно? Вот сейчас этот ходить нужно, только сказать, так, не так сказал. Мавланаке, родной мой, вы меня правильно поймите,
он уже сказал это, понимаете, у него в голове это есть. Это касается моей жизни. Если я упущу его, понимаете, он меня завтра кого-нибудь киллеру даст, матки, уже убьет, застрелит. Никто никому не даст. Не, как он же говорил, теперь я должен опасаться. А это, если он сейчас ему минимум 20 лет грозит сейчас. Это заказать убийство. Это заказное убийство, понимаете, киллера занимать. Это 20 лет грозит ему, минимум. И никакие амунисии не подлежит это. Понимаете? Это громкое дело очень. Самое громкое дело это. Сейчас просто передумал, говорит. А это говорит просто. Откуда знать, что он передумал? Он просто так говорит, а не передумал. Алло. Да. Слышите, да? Он, может, не передумал во Мавлараке. Я вам передумал, я говорю, 200% я вам даю гарантию. Нет, это откуда вы знаете, родной мой? Вы это по себе судите, что да, вот вы так, вам так сказал, и все. Понимаете? А может, он где-то заказал, поэтому здесь остановил. Он мне так не сказал. Ну, Мавлараке. Когда он сказал, что у него такой мысль есть в голове. Он просто сказал, что такой мысль есть, да? У него что вот мысль есть тогда. Тогда было. Да. А сейчас? Нету. Теперь нету мысли. Не, ну это как теперь нет? Это вам говорит нету, родной мой, Мавлараке. Это вам говорит нету. Я же слышу разговоры там. В других местах тоже разговоры слышал. Оказывается. Ну, посмотрим, ладно, если хотите, Мавлараке. Вы ему позвоните прямо сейчас. Сергей по другому пути пойдет, скажите. Сергей, не надо по другому пути. Нет, как Мавлараке, это моей жизни касается, как не надо, родной мой. Это вам нет, Мавлараке, вам не касается это, дорогой мой. Это я говорю лично к нему. Вы не думайте, что к вам что-то там. Не, я не в этом. Я всегда, у меня вот, как сказать, я людям никогда зло не хочу. Ну, понятно, да, но он-то хочет, видите как. Я говорю, я вот то, что ты, я у него, никакого не говорю, это нету, все чисто. Вот он, говорит, мы руки пожали друг друга, после этого я... Мавлараке, он руку пожал, а следом пошел другое дело, понимаете? Следом на другое дело пошел он. Следом. Вот после того, как руку пожал, он пошел другое что-то сделал. Я просто вам скажу потом. Понимаете? У него нет такого, руку пожал, все, значит все. У него нет мужского такого достоинства. У него это, его это просто так. Он может и руку пожать, завтра обсирать на эту руку. Понимаете, он такой, я же знаю его. Сергей, когда мы с вами увидимся, давайте сядем где-нибудь, посидим по-дружески. Разговор нет, брат мой. С вами любое время, где? Куда скажете? Вот эти вопросы будем разговаривать. Хорошо? Ну, давайте, когда? Давайте сегодня, Мавлараке. Давайте завтра утром я на работу приду. Ага. И тоже свой хозяин определите. Нет, завтра у меня дела, завтра... Давайте после обеда хотя бы. Пятница завтра. Да. Намаз скоро. Намаз. Да. Ну давайте вечерком, хотите сегодня вечерком. Старый себе грех надо очищать. Не, Мавлараке, я его так не оставлю, дорогой мой. Не, я не говорю, что это, понимаете... Просто, Мавлараке, вот я просто не хочу, чтобы вы замешаны были там, понимаете? Вот это только единственная моя просьба во всех отношениях. Черт, как я всегда вам помогу. Если лучше вот эти вот суммарные, которые есть, я лучше какой-нибудь вам вот эти объект на объект, который что-нибудь надо, вот, я вам помогу. Нема от вас, Мавлараке, родной мой, sizden ben geçti. Can sağlığınız gerekiyor. От вас мне только ваше здоровье нужно, родной мой.
Вы знаете? Мне тоже вот так надо. Вы понимаете, вот сейчас Ну, я вот думал позавчера, коньки отдам, я думал. не надо, брат мой. Мавланаке, дорогой мой, вот вы меня правильно поймите, Мавланаке. Вот я сейчас скажу, вы меня правильно поймите. Это касается моей жизни. Поэтому я вынужден был, я вот это все записывал, все разговоры. Понимаете? Это я вам говорю как другу. Понимаете? Вот. Все преподнесу к нему. Он должен знать, что это дело, если пойдет, это дело, значит, минимум 20 лет ему грозит. Заказное убийство это заказ. Понимаете? Этот шакал меня, не знаю, может, там где-то сейчас одному алкашу 5000 дай, он пойдет, что хочет делает. Понимаете, Мавланаке? Да, вы же знаете, Мавланаке, просто как брат я вам говорю. Ну просто я хочу сделать так, чтобы вы не касались сюда, понимаете? Вот это единственная просьба. Давайте, если завтра вы не сможете, послезавтра утром увидимся. Вот. Если хотите, давайте сегодня вечером встретимся. Я говорю, сегодня я в постель лежу. Шрахама? Да. Ну вы берегите себя, брат мой. Сахар совсем... Вы же больной, елки-палки. Сегодня уже у меня Надя один палец есть, самый маленький. Да. Вот это отказался. Да вы что? Да. От елки-палки. От сахара это отселили этого. Вот он тоже, понимаете, если меня бы он послушался, этот Валера, мы давно бы там работу поставили бы, Мавланаке. Вы грамотный человек, вот меня поймете. Вот когда купили мы это место, нормально начали бы работать, как я хотел. Сергей, да. Давайте я вас очень уважаю, вас прошу, давайте, если завтра вы вас шагом проходите, послезавтра утром 10 часов там на работу встретимся, там где-нибудь посидим. Да, или утром, или вечером. Хотите сегодня, хотите завтра. Вот как скажете. Вечерком можно где-нибудь посидеть, где-нибудь, ну, там, я не знаю, на АКТП, вон там есть этот чехана хороший такой, на этом. Есть, Камалам пойдем. Камалам пойдем. Куда? Камалам, где метро Открытый мост есть? АКТП мост? Не АКТП, вот после Хамза, когда это идет сюда. Этот, как его, парк есть же, где плов дают, хороший плов. Черный киноконцерт. Ну, на Челазаре, да? Вот метро Хамза есть, да? Ага, ну. От Хамза едешь в киноконцертный зал. Так, да. Вот где речку проходим, да. Там Открытый мост метро есть. Да. Комсомольский раньше был. Не, вот до Комсомольского не знаю, вот перед метро, перед Открытым мостом, с левой стороны, есть Чехана Камалан называется. Ну хорошо, там, хорошо. Ну тогда вы позвоните, скажете, тогда во сколько? Ну вот вы, если вот у вас есть суббота время, давайте... Не, время, конечно, Мавланаке, сейчас время обязательно я найду. Когда вы скажете, вот любое время вы скажете, как позвоните, скажете, давай через часа 2 там встретимся. Давайте вот в субботу 11-12 часов где-то организуем там. Посидим. Так, сегодня четверг, да? Да. Хорошо. Тогда вы позвоните, да, мне? Хорошо. Ну, пару часов раньше позвоните мне. Хорошо. Чтобы я дела мила там, чтобы не было. Хо, брат. Как дома, все нормально? Рахмат. Мавланаке, вы не нервничайте, родной мой, вам нельзя. Я просто, я говорю еще раз, я всегда взвешенно все делаю, понимаете? Если этот козел меня послушался бы, этот Валера, изначально, когда мы купили, мы же для чего купили? Чтобы работать. Вы согласны со мной? Трижды согласен, который для этого все 4-3 года тоже так стоят, что так нельзя. Это место, помните, вы меня торопили, Сергей, что не начинаете? Я всегда говорю, кредит жду. Но он не давал, чтобы кредит получать. Понимаете?
Сейчас бы миллионеры были, уже этих вопросов таких не были бы. Понимаете, сейчас бы у нас все здания уже загружены были бы этим, как его, животными. Ну, говорит же такое, это лучше позже, чем никогда. Ну, лучше позже, я все равно сделаю худохолосе. Это надо делать, и все. А я говорю, во всех отношениях я вам постараюсь помочь. Да, разговариваем, Алланаке, это мы об этом говорили, родной, это все нормально. Просто вот этот негодяй, я говорю, если нормально, по-человечески пошел бы, это просто, я говорю. Давно бы уже при делах были бы нормально. Какой попался? Ну да. Ну ничего, ладно. Разводки, вот хорошо, вот это мой, вот это, который, машина, который был. Что был? Вот эти мои машины, который был. Ага. Это оставьте на это, отдадим тоже. Не понял. Эту сумму тоже под это отдадим. Под чего, Мавланаке? Под вот эти разводки, которые говорите, это вот этих двух умников. Вот это 4,5 тысяч, которые я вам должен дать. Да. Да. Тоже туда, как это говорится. Я понял, Мавланаке. Ну, когда вот это сидит, руку протянете, вот туда кидаете. Я понял. Это как шундым. Нет, это, знаете, если человек должен, это святая вещь, понимаете? Когда долг берешь или что-то обещаешь. Я объясню, говорю, понимаете? Если вы сказали другой, это я же говорю. Да, ну понятно, да. Ёлки-палки, вот делов намучил, шакал этот. Значит, давайте вот сейчас не будем, и вы не нервничайте, и вам тоже здоровья надо, и я не нервничаю. Да, брат. Вот, я говорю сейчас, как бы боюсь, что вот этот отказался. Не, вы, брат, вы лечитесь, вы смотрите, не нервничайте, это от нервов все. А не нервничать тоже не получается. Вот вы видите, сами вот убеждаете же. Да. Вот, давайте, Сергей, отсуши, подпим, пялка, зеленый чай попьем. Все, разговора нет, Мавланаке. Все, тогда я жду звонка, Мавланаке. Хорошо, поэтому потом, я говорю, что вы, где бы хорошо его, вот то, что у него такой грязный мысль есть, пожалуйста, его трижды, как хотите. Как вы говорили, вечно, меня в старости лет не надо туда путать. Если хотите, Мавланаке, если хотите, его тоже возьмите с собой. Это, Валера, пусть тоже приходит. Если хотите. Если я же... Поговорили, надо, потом другой день, я любой день приду. Хорошо, брат. Значит, я жду звонка, брат мой. Поэтому давайте, это, Сергейка. Ага. Мы руки пожаты делали мы с вами. Да. И вот этот человек, который руки пожатые не соблюдает. Да. Вот я о чем я говорю. Мы с вами должны соблюдать. Мавланаке, помните, когда Махмуд тот день говорил мне, он сам без меня вам говорил, что я сказал, Мавланаке, он не может быть такое. Если даже был раньше, сейчас он уже передумал, потому что мы с ним руку пожали, мы братьями стали с ним. Вы слышали до этого? Если даже... Хотя с вами друг друга, как сказать, не уважали. Да. Да, я тогда хаджа не был. А потом я уже хаджа стал, потом я с вами руки пожал. Да, все правильно. Поэтому я поэтому так сказал, что если даже раньше было у него, а сейчас у него наоборот, он ко мне ближе, Мавланаке, чем кому-то. Вот без меня же вам говорили же это? Да. Вот понимаете, поэтому и вы тоже сказали, что надо наоборот его наказать, а не Сергея. Потому что мы уже руку пожали, друзьями, братьями стали. Конечно. У вас тоже все поменялось мнение. До этого что было, ладно, понимаете? И мы тоже люди должны уметь. Да. Уметь надо. Да, все надо. Да. Вот такие дела. Мы сейчас надо что делать, а? Вот надо быстрее вот это начать его
как говорится, его территорию тоже вам надо перевести. И вот его и накажем. Надо начать работать. Надо наказать его. Че? Финансово надо наказать. Не понял, Мавланаки? Финансово надо наказать. Мавланаки, сами понимаете, такое дело, как бывает это. Что мне вам говорить, правильно? Понятно. Это заказ, это он никакой амнистии даже не подлежит. Да, никакой не заказ не делали. Зачем? Вы не выносите, вы сами себе не выносите. Вот так, я вас очень прошу, не надо выносить. Мавланаки, а вы, хорошо, ладно, вот мы с вами друзья, братья. Вот вы где гарантии, что он еще где-то не заказал? Хорошо, я гаранту стану. А? Я гаранту стану. Не, вы как можете, Мавланаки? Это жизнь, родной мой. Я говорю сейчас. Я знаю, я гаранту стану говорю, если вот когда мы с вами какой день назначим, я его тоже выпущу. Вот втроем сядем. Ну давайте завтра или послезавтра, как у вас время будет. Если даже хотите, если можете сегодня, ну как захотите. Ну послезавтра, утром говорю, сейчас 11, позвонимся и встретимся. Хорошо. Потом какой день, если вот какой день надо, я его вытащу, втроем сядем, и вот я между вами гаранту стану. Хорошо. Хорошо, вы мне это же... Хотя я вот Бога верю, я Осман смотрю, Осман, небо, и вот это говорю. Вот я говорю. Я понял, Мавланаки. Вот. Нет, ну мы, да, встретимся, поговорим, мы с вами встретимся. Такие вот эти всякие вот шарами, или как сказал шарами не только свои, кстати, разбывает. Потому что сейчас другой.